Обучение письму. Начальная школа. В этом году я работаю с такой вот рабочей тетрадью. 2 класс, Spotlight. Я, кстати, рекомендую, если возможность позволяет, такую рабочую тетрадь приобрести, даже если в школе ее не просят. Она именно вот помогает вот посидеть карандашиком в ней поработать. Сегодня у нас буква А. Посмотрите, здесь дается образец. Здесь нас учат писать строчные буквы. Здесь заглавных букв нету. Но строчные буквы больше применяются в письме, поэтому на них больше внимания здесь обращается. Значит, идет образец и показаны стрелки, как выполнить эту букву. Здесь будет использоваться палочка вниз, стрелка показывает, что палочку надо сделать вниз, и кружочек справа налево. Стрелка тоже это показывает. Я использую вот этот теневой шаблон. Я говорю, что сначала мы делаем палочку. Обязательно сверху вниз, это важно. Потом, пользуясь палочкой, опираясь на нее, мы делаем кружочек. Мы опираемся на палочку справа, опираемся на строчку сверху. И здесь внизу будет опора строчка снизу. И вот мы должны от одной точки к следующей двигаться. Вот, пожалуйста, кружочек. Все. Ребенок выслушал, он все понял, и он делает примерно вот так, например. И вы видите, что он не задел строчки, да, или он может, наоборот, сделать вот так. Он старался, да, увеличить, больше сделать, чем размер нужен. Ничего, на первом этапе вы его хвалите, потому что задачу сделать палочку и сделать кружочек он выполнил. Это галочка и эта галочка, это зачет. Теперь мы усложняем с тобой задачу. Нам важно не только сделать палочку и кружочек, нам еще важно, чтобы по размеру он совпал с нашей задачей, с требуемой буковкой. Поэтому мы говорим, теперь надо, чтобы на строчке, чтобы он, в данном случае вы говорите, чтобы он задел строчку, да? А в данном случае, если у вас такой образец получился, вы говорите, чтобы он не выходил за пределы строчки. И делайте еще раз. Вы можете сами еще раз показать. Может ему уже не надо больше показывать. Вы там заметите сами, как он себя ведет. Все, и вот он примерно так справился. Все, теперь это тоже зачет. Дальше он прописывает до конца строчки. Какие-то у него получаются, какие-то не очень. Вот он как-то так вот прописывает. Наклон. Мы наклон не обсуждали, поэтому вы тоже у него его пока не требуете. Вот. Наклон вообще можно, наверное, не обсуждать, если он не беспокоит в классе этот наклон. Все, вот он прописал строчку, и вы смотрите. Вот у вас же всего 2 критерия. Вот эти стрелки были и вписаться в строчку. Для первого занятия вам вполне хватит. Не надо там требовать еще 3-й уровень, там, допустим, наклон вот этот самый. А теперь я подчеркиваю те твои буковки, которые мне нравятся. Я вот подчеркиваю вот эти вот все. Может быть оказаться так, что в вашей строчке у вашего ребенка только одна буква вам понравилась. Вы тоже, несмотря на то, что она всего одна, вы все равно говорите, я подчеркиваю то, что мне понравилось. Вот, например, я делаю вот такой поступок, да. Все. И никакой критики, никакой излишней похвалы не потребуется. Ребенок не глуп, он все понимает. Вот в данном случае лучше бы я бы вот эту подчеркнула, да, оказывается, тут у меня вот вышло немножечко. Вы поняли меня. То есть излишнего внимания, особенно негативного тем более, я считаю, делать не нужно. Вот, на данном этапе урок, я считаю, завершен. И вы увидите, как быстро ваш ребенок научится писать. Вот это волшебное подчеркивание, оно очень сильный метод.